Здравствуйте! В эфире передача «Авторивьера». Сейчас мы находимся на российско-абхазской границе. Как известно, август месяц – пик курортного сезона, и огромное количество автотуристов устремляется в Абхазию. Мы хотим снять дорожную ситуацию на выездах из терминалов и на въездах, а также по всей трассе до города Сухум. А по завершению обзора нашего маршрута мы предлагаем вам интервью с начальником госавтоинспекции Абхазии Науром Смыр. Мы выезжаем на дорогу, ведущую к терминалам. Выбираем полосу, ведущую к пешеходному терминалу. Дальше нам ехать не велит этот знак. Сюда могут проезжать лишь маршрутные автобусы и такси. Но можете заметить, что сюда проезжают все желающие, поскольку нет и никакой ответственности за его нарушение. У развязки перед постом ГАИ этот знак нас обязывает повернуть направо. И только направо. Он здесь установлен очень давно, еще со времен, как здесь открыли новый терминал. Те, кто впервые оказались на выезде из пешеходного терминала, если будут обращать внимание на знаки, то поедут к автомобильному терминалу на выезд из Абхазии. И развернуться вы сможете, лишь заехав на таможню с их разрешения, так как сдать назад вам не даст поток машин и вдоль дороги установленные ограждения. Мы поинтересовались у сотрудников автоинспекции на этом посту о предназначении этого знака, но не получили внятного ответа. Этот знак приходится нарушать каждому, иначе мы не попадем на дорогу, которая проходит через всю Абхазию. А совершать этот поворот запрещает еще и разметка. Но водители здесь ни во что не верят, едут куда им надо. А нам все-таки надо пересечь эту дорогу и ехать прямо, чтобы попасть в любой из населенных пунктов Абхазии. Понятно, что этот знак приходится нарушать всем. Но как после такой вот организации движения можно что-либо требовать от водителя? Такие ситуации приводят к тому, что водители игнорируют дорожные знаки. На этом направлении требуется другой знак, указывающий разрешенное направление. И для большей ясности это дублируется на дорожном полотне направляющими стрелками. На выезде из терминала в Абхазию висит табличка «Максимальная скорость на дорогах Абхазии 60 км». Потому наши туристы ползут на дороге, как улитки, собирая за собой длинные колонны. Насколько смогли, мы разобрались с организацией движения у границы. И теперь движемся в направлении столицы. На различных участках дорога растрескана от оползней и грозит сорваться в пропасть. Если не принять меры, это может произойти в любой момент и привести к тяжелым последствиям. Этот пост, который в народе называют «золотым», теперь не надо заезжать на него, можно проезжать мимо, и это здорово. А то здесь скапливались машины. Сегодня многочисленные автотуристы останавливаются в городе Гагра, и масса припаркованных автомобилей мы видим на центральном шоссе. Здесь поворот на объездную дорогу вокруг Гагры. Вступаем встречным и поворачиваем. Нередко здесь стоят сотрудники ГАИ и останавливают за пересечение сплошной перед поворотом. Но, увы, мы видим, что разметка в этом месте стерта и нет четких разграничений. Водитель здесь ни при чем. Надо просто нанести разметку. А если ехать с другой стороны по объездной дороге, здесь за поворотом перед въездом в туннель вы неожиданно увидите знак 50. Среагировать на него вы не успеете, но зато среагируют сотрудники ГАИ, которые частенько здесь стоят. Дорожные знаки должны быть установлены таким образом, чтобы водитель их увидел вовремя и сумел на них отреагировать. В данном случае все сделано ровно наоборот. Мы проезжаем различные населенные пункты, но дорожных знаков «населенный пункт» мы практически нигде не увидели. Коров и лошадей, конечно, на наших дорогах предостаточно. Даже при скорости 60 км в час на неосвещенных участках легко не заметить животных на дороге. Поэтому в ночное время на неосвещенных участках дороги следует ездить с особой осторожностью.
А вот Бзыбский мост. Здесь бывают очень сильные порывы ветра, и если у вас высокая скорость, вас может просто выкинуть. Следовало бы здесь установить знак «Боковой ветер». Многие пытаются объехать этот излом по встречной полосе. В результате одного из подобных маневров не так давно здесь произошло ДТП со смертельным исходом. Ну вот мы подъезжаем к Мюссерскому посту. ДПС 40 км в час. Здесь еще установлен наш любимый знак «Стоп-контроль». Останавливаемся у знака «Стоп-контроль» и едем дальше. Встречаем множество знаков «Обгон запрещен». На этой дороге это наиболее часто встречающиеся знаки. На наших узких дорогах с непростым рельефом бывает очень сложно произвести обгон, но порой на продолжительной прямой дороге обгон запрещен, что способствует образованию заторов. Знаков ограничения скорости так и нет, кроме как на посту ДПС. Здесь поворот в деревню Гудзерхва и еще ряд поворотов. Мы не наблюдаем никаких знаков «Населенный пункт», которые должны проинформировать водителя, что он въезжает в населенный пункт и что заканчивается населенный пункт, чтобы он соблюдал скоростной режим в населенном пункте. Я всегда здесь сбрасываю скорость, потому что перекресток непростой. А вот и целый табун лошадей. Как известно, лошади, особенно ночью, совершенно непредсказуемы. Никого этим не удивишь, но животных на наших дорогах действительно слишком уж много. Как решать эту проблему, этот вопрос сложный. Мы въехали в город Гудаута, но дорожного знака «Населенный пункт» здесь мы не увидели. А подобные стелла-указатели с названиями населенных пунктов не являются для водителя основанием для ограничения скорости. Это не дорожный знак. Остается надеяться на то, что каждый сознательный водитель примет эту информацию к сведению и будет соблюдать скоростной режим населенного пункта. Теоретически можно здесь ехать и 90 получается. Ну, конечно же, вы видите, что едете по населенному пункту, и надо стараться, чтобы скорость ваша не превышала 60 километров. Мы сейчас приближаемся к Гудаутской развязке, или, как его назвать, Гудаутский узел. Эту развязку обновили, установили светофоры, но они пока в дежурном режиме, они не работают. Ограничение скорости поэтапное: 60, потом 40. Сейчас мы здесь поснимаем. На этой развязке положение было критическое. Это и остановка автобусов, ожидающие здесь маршрутки, пешеходные переходы и многое другое. В этом году здесь провели комплекс работ по организации движения. Можно сказать, что положение в целом улучшилось. На этом перекрестке, но госавтоинспекция сделала все, в принципе, чтобы облегчить въезд, выезд, проезд. А вот на въезде в Новый Афон есть табличка «Населенный пункт Новый Афон». И на выезде тоже. И так здесь очень узкий мост. Да еще кто-то здесь умудряется обгонять, не глядя на сплошной, и то, что вообще на подобных мостах нельзя обгонять. Конечно же, и во время наших съемок на дороге совершаются многочисленные нарушения правил дорожного движения. Мы не стараемся приукрасить действительность, снимаем как есть.
На этом участке дорога ползет всегда, сколько бы ее не ремонтировали. Но, увы, надо ремонтировать. В новом Афоне везде четкая разметка, работают светофоры. И водители, похоже, привыкли здесь уступать пешеходам на многочисленных переходах. Дорожная инфраструктура вполне соответствует требованиям. Все задаются вопросом, когда же сделают дорогу в город Сухум через Ишеру, чтобы не крутиться по этому серпантину. И та дорога была бы гораздо короче. В различных местах мы видим очень глубокие водосточные канавы, не защищенные никакими отбойниками. Я не раз видел, как автомобили туда попадали. Уместинский мост очень красивое сооружение. В ночное время ему не помешало бы, конечно же, освещение, а световая иллюминация и подсветка украсили бы этот объект. Но сегодня здесь стоит более острая проблема. Из-за воздвигнутых отбойников с высокими бортами мост стал теснее. Две грузовые машины одновременно не рискуют заезжать на мост с разных концов. Да и на легковых разъезжаться не очень уютно. Цель была благая, чтобы автомобили не создавали неудобства пешеходам и предотвратить падение автомобилей с моста в реку. Такие случаи происходили. Множество следов на этих отбойниках, процарапанных кузовами машин, говорят о том, что проблема существует и ее надо решать. Безусловно, в рамках одной нашей передачи невозможно отметить все достоинства и недостатки участка дороги от Псоу до Сухума протяженностью 110 километров. Но, надеясь на основные проблемы, нам удалось обратить внимание. Сегодня в нашей передаче начальник госавтоинспекции Абхазии Наур Смыр. Наур Григорьевич, вы много лет проработали в этом ведомстве и хорошо знаете положение дел на сегодняшний день. Совсем недавно вас назначили начальником госавтоинспекции Абхазии. Думаю, всем будет интересно узнать о ваших подходах в решении стоящих перед вами задач. Задачи стоят, конечно, сложные. Легко не было, наверное, после войны. Легко не будет и сейчас. Сегодня мы все понимаем, какая сложная ситуация на дорогах, какой рост у нас дорожно-транспортных происшествий. И все вопросы и все задачи впереди, которые у нас стоят, у меня подход тот, что все это нужно решать в комплексе. В планах, конечно, нельзя сказать, что-то решать в первую очередь, что-то во вторую очередь. Все, как я сказал, будем решать комплексно. Это начиная, может кому-то показывается, что это не самое основное или не самое главное. То есть тут, на мой взгляд, нету более таких приоритетных, главных или не главных, или что-то такое. Вот. Это обследование дорог, в первую очередь начинаем, мы уже, этот процесс пошел. Обследование дорог, какие знаки, где какие не хватают, какие нужно добавить и так далее. Все это описывается, более сложные участки дорог. Вот тут и разметка дорожная, где-то дорожного полотна и так далее, и так далее. Это как бы вся инфраструктура той дороги, на которой мы все как бы передвигаемся и участвуем. Далее идет как бы сами участники дорожного движения. Это к ним немножко хочется поменять подход, и мы это уже делаем. Это взаимоотношения самих инспекторов с водителями. В этом направлении есть какие-то идеи, планы, они не маленькие. В рамках какой-то передачи одной, наверное, все это изложить не будет возможным, не представляется возможным, но в процессе работы вы все это увидите и будете наблюдать за всем этим. Ну и самое главное, наверное, это комплексная реформа самих подразделений ГАИ. Наверное, будет преждевременно говорить о том, что и как, но сегодня уже формируется план, сформирован план, это все будет донесено до руководства, и все эти мероприятия нами уже ведутся в полном объеме. Вот. Говорить о результатах прямо сегодня, прямо сейчас, конечно, не приходится. Это, я еще раз повторяю, это огромный комплекс и подход
такой большой. Если раньше давались приоритеты каким-то более рейдовым мероприятиям и так далее, хотя и мы их не исключаем, но основной акцент это к той системе, к тому системному подходу, который должен вестись периодически, постоянно, ежедневно, вот, ежесуточно. И я думаю, на мой взгляд, только это даст эффект. И, конечно, сам тот большой анализ дорожно-транспортных происшествий, который, на мой взгляд, велся очень слабо, и мы не могли сделать соответствующие выводы. Вот, говоря о каких-то более сложных участках или там, где происходит количество ДТП больше или меньше, мы этого сказать не могли по той простой причине, что многие ДТП, где не было пострадавших лиц, они не фиксировались. Фиксировались только там, где были пострадавшие лица. А это не значит, что там или здесь было больше или меньше. То есть, когда будет фиксироваться все, мы будем говорить о том или ином положении дел, о том или ином участке. Сама вот организация дорожного движения в определенных местах, вот, наверное, есть такие места, где неотложенных мер уже требует это дело. Состояние вообще дорог и инфраструктуры, они вот иногда могут спровоцировать. Не обязательно было быть, наверное, начальником ГАИ. Это мы видим и в повседневной жизни. И долгое время работая в ГАИ, естественно, это мне бросается в глаза и видно. Это и светофоры, и режимы работы светофоров. Это даже то, что сделано, и то, что работает. Да? Их многие светофоры, нужно менять режимы работы этих светофоров. Кое-где разметка не сделана правильно, вернее, сделано неправильно. Вот. Это даже там, где что-то сделано. Естественно, это мы, обследуя дороги, делая большие акты, конечно, будем на что-то акцентировать, что первично, что вторично. Все это будем предоставлять, понимаете, что это все, опять же, сопряжено с какими-то финансами, и что пройдет, и как пройдет, и насколько это быстро пройдет, и насколько это быстро сделается, это дело второе, но наше дело, это мгновенно и максимум быстро все это сделать, написать, показать. Вот, тем людям, от кого это дальше будет зависеть, это все сделать. На сегодняшний день существуют, конечно, такие места, но, опять же, мне не хотелось бы что-то выделять раньше и делать все это в комплексе. Начать, конечно, с более важных дел, где уже по имеющимся данным уже состоялись ДТП, уже были допущены происшествия и погибали люди. Это основная наша задача – это сохранить жизни людей, предупредить ДТП. А раз оно уже случилось, понимаете, уже максимум извлечь из того, что уже случилось, взять полный анализ и выяснить полную причину. Какое у вас отношение к практике применения административных наказаний и штрафов? Будете ли вносить изменения? По поводу кодекса об административных правонарушениях, конечно, вызывает ряд вопросов. Но я, конечно, его считаю на сегодняшний день не самым главным, не самым важным, хотя там очень много вопросов. Естественно, мы будем выходить с предложениями. А дальше, соответственно, людям, которым это положено, будут выходить с законодательной инициативой, с какими-то поправками, которые мы, на наш взгляд, будем вносить, а люди будут рассматривать и смотреть. Но я думаю, что не самое главное и сами кодексы, сами статьи и их суммы. Лично я сторонник того, чтобы эти штрафы не ужесточались. Я бы даже их, на мой взгляд, считал бы нужным их уменьшить. Я бы больше подхожу к тому, что не увеличение штрафов влияет на дорожно-транспортные происшествия или на нарушение правил дорожного движения. Скорее всего, это неотвратимость наказания больше будет влиять на то или иное. И в данном случае это суммы штрафов, идти по пути повышения их, я не сторонник этого, не склонен к этому, но я буду говорить всегда свое мнение, буду доказывать свое мнение. Это будет решать парламент, рассмотрят, а с предложениями, конечно, будем выходить. По теме сегодняшней нашей передачи хотелось бы, чтобы вы сказали свое мнение. О развязке дороги на Псоу проблема не нова, она рассматривалась предыдущими начальниками и министром внутренних дел. Существовал некий план, существует некий план, который просто не реализован. Я постараюсь его в кратчайшее время изучить, просто то, что уже наработано и сделано. Просто нужно выдерживать ГОСТ. Это знаки стоят с нарушением ГОСТов многие. Не скажу, что все, потому что те люди, которые ставили, не хочется их обижать, они тоже провели свой труд. Ну, где-то, может быть, кем-то было что-то упущено или
были пропущены, так скажем. Когда размещают знаки, существуют свои нормы. То есть, если выдержат нормы, и были бы выдержаны нормы, и дорожные знаки были бы размещены правильно, вы бы этот вопрос сегодня не задали. То есть, раз существует такой вопрос, и существует такой дорожный знак, стоит, значит, он сделан не по ГОСТу, сделан, размещен не так, или какое-то там насаждение зеленое вовремя не срезано, что он оказался вне видимости. Конечно, любой знак должен виден быть, и к каждому знаку, и инженера, которые это размещают, это ГОСТы, их просто надо выдерживать. И вот, конечно, огромная у нас пока проблема, и мы будем этим заниматься. По поводу квалифицированных специалистов, у нас как бы в штате предусмотрено в управлении такая единица штатная, да, и как инженера по безопасности дорожного движения. Вот в наличии на сегодняшний день их нет. Конечно, будем их приглашать, мы будем с ними говорить, кто хочет, и в рубрике вашей передачи, пожалуйста, вот люди, закончившие вузы автодорожные, могут обращаться к нам. У нас вакансии, мы ждем людей, мы ждем молодых ребят, мы готовы работать со всеми. Спасибо, Наум Григорьевич. Желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо вам за то, что вы и проявили инициативу, и пригласили нас на передачу. Существует какая-то пропаганда, наверное, кто-то в рубрике вашей передачи и услышит нас, и поймет, что лучше, наверное, не нарушать правила дорожного движения, о том, что мы вот как-то в короткий миг успели сказать, наверное, о том, что все-таки ДТП растут, это жизни и здоровье граждан. Это самое главное, то, чего надо попытаться не допустить, это наша основная задача. Передача «Авторивьера» подошла к концу. Мы прощаемся с вами и желаем вам счастливого пути.